память о мастере чувашской вышивки Марии Симаковой в музее «Бичурина. Современность» состоялась презентация фильма «Люди-легенды» Марии Васильевна Симакова. Народный мастер и заслуженный художник России Мария Васильевна отдала делу сохранения и развития традиционной чувашской вышивки более 55 лет. Я в детстве вспоминаю, когда она приезжала к нам в гости, доставала из тундуков моей бабушки те вот старинные чувашские наряды, когда женщины наряжались на свадьбу, на работу в поле, да, чувашскими вышивками, и она досконально их изучала. Я тогда еще не понимала, что она изучала, думала, просто любуется красотой чувашской вышивки. А все-таки у нее уже в душе, в глубине закладывалась вот эта работа, творчество, именно создавать для людей, для чувашского народа. Ныне ее работы находятся в собраниях ведущих музеев страны, в частных коллекциях в России и других стран. Наиболее богатая коллекция ее работ хранится в фондах Чувашского национального музея. С Марией Васильевной Симаковой я была знакома в течение 2 лет. Она пришла к нам в Чувашское книжное издательство в 2019 году. С таким пожеланием «хочу издать была книга о чувашской вышивке». И с этого момента мы начали с ней сотрудничать, начали взаимодействовать. И, что могу сказать, на 2021 год в тематический план социально значимой литературы уже включена книга «Золотые нити» Марии Симаковой. И, конечно же, мы будем выполнять ее завет. Она говорила о том, что 26 ноября в Музее чувашской вышивки обязательно должны быть выставлены работы ручные чувашских мастериц. Это было ее пожелание, это ее завет, и мы сделаем все возможное, чтобы это выполнить. Вплоть до последних дней Мария Симакова не расставалась с вышивкой. Была участницей акции «Сурбан-Перле» в День чувашской вышивки 26 ноября прошлого года. В музее чувашской вышивки презентовали ее выставку «Чувашские узоры». Очень печально осознавать то, что Мария Васильевна Симакова не увидела данный фильм, который сегодня мы будем презентовать, потому что фильм был посвящен именно ее деятельности, ее труду. Мы снимали очень много ее работ, снимали ее за работой, как она занимается вышивкой. Она очень много рассказывала о себе, о своем творчестве, о том, как она жила и трудилась для того, чтобы достичь таких невероятных результатов. Идея создания фильма зародилась у оператора видеосъемок «Чувашкино» Артура Галкина. Во время акции «Сурбан-Перле» ее поддержала сама Мария Васильевна и с удовольствием приняла участие в съемках. Мы хотим выразить съемочной группе огромную благодарность от нас, детей, внуков, правнуков, от всех наших родственников за тот труд, который вы вложили в создание этого фильма. Нам этот фильм очень понравился. И действительно в этом фильме отражена суть нашей мамы. Жизнь ее с детства в юность прошла от простого рабочего и до председателя правкома.